Добрый день. Вы знаете, кем были первые послы независимого Казахстана? Это были чиновники нашего госаппарата. Такие же были их жены, совсем далеки они были от дипломатии, от дипломатического протокола, этикета, они не знали языков. А наши карьерные дипломаты учились тогда в Российской дипломатической академии. А чуть позже мы открыли собственную дипломатическую академию в городе Алматы. И там я работала на кафедре иностранных языков, преподавала английский язык. И вот у меня, перед нами было 3 посла. И вот я хочу рассказать о своем отношении, вернее, о том, что было. Однажды меня попросили быть переводчиком супруги нашего посла. У нас была аудиенция 15 минут, и когда мы приехали, она приехала на представительской машине, меня привезли отдельно, и состоялась эта встреча, у нас было 15 минут. Я представила супругу нашего посла, супруги иностранного чиновника, потом представилась сама. И она поняла, что я не переводчик. И вот супруга нашего посла сказала несколько фраз заученных, и больше она ничего не могла сказать. И меня когда я пыталась что-то сказать, она меня рукой отклонила мою помощь, и вот так у нас и не получилось разговора. А иностранка поняла, что я не переводчик, и поэтому она поняла, что я супруга второго человека в посольстве и супруга советника-посланника, и она стала со мной беседовать. И вот так прошла наша аудиенция. Когда мы вернулись, каждая на своей машине, можно сказать, к чему я это говорю, потому что можно было вместе поехать на одной машине. Ну, видите, как всегда, у них был большой опломб. И тогда мне сказали: ну все, больше ты переводить ее не будешь. Ну, как говорится, это ее проблемы. Второй посол приехал с женой, она говорила в англоязычной стране на французском языке, хотя я тоже не общалась, я не знаю, какой у нее французский. Она потребовала свой кабинет напротив кабинета своего мужа и получала полную зарплату, хотя это было запрещено. Я тоже работала, но я работала в приемной, потому что я была единственной из жен дипломатов и технического состава, которая говорила на английском языке. Это была большая помощь. И зарплата у меня была тогда, самая первая, это было $200, потом $500. Но, вы знаете, мне нравилось, я работала полдня и отвечала на многочисленные звонки. Я просто, мне нравилось, потому что я все время говорила с иностранцами, улучшала свой язык, больше узнавала об этой стране. И было приятно рассказывать о нашей стране, помогать иностранцам и нашим дипломатам, потому что они это ценили, потому что они могли, допустим, уйти куда-то, а я отвечала на эти звонки. И поэтому эта работа мне, конечно, много дала, большой опыт дала. И супруга третьего нашего посла, она была больна, она не ходила ни на какие мероприятия, мы ее вообще не видели, я ее не видела в течение всего года, но она была лидером в семье и руководила, скажем так, знаете, такой серый кардинал, и она запретила своему мужу, послу, нас брать на приемы дипломатические. Мы весь год не ходили, женщины не ходили на приемы дипломатические. Потом их сняли. Но я хочу сказать, что такой горький опыт у меня был, общение, даже вообще не общение с этими женщинами, которые были старше и по возрасту, и по статусу. А потом уже, конечно, когда мы стали послами, я не то что учла этот горький опыт, а просто общалась. И, вы знаете, я очень горжусь нашими дипломатами, их женами, послами, их женами, какие они все образованные, с языками. Любо-дорого на них смотреть. Это настоящие карьерные дипломаты, это настоящее дипломатическое лицо нашей страны.